Как бы этот марш ни назывался, миллионов или миллиардов, или 2 человек, меня привело то, что и привело меня в 91 году под Белый дом с моими ребятами, когда мы там 3 суток стояли. Помните? Белый дом, 91 год, августовские события, много тысяч народу. Вот и тогда там уже такие же вопросы задавали, только не нам задавали, а мы сами себе задавали. И, откровенно говоря, пока там под дождем курили, говорили, да нам, откровенно, честно говоря, сам Белый дом, как таковой, был по барабану. Вот. Нам было не по барабану то, что двигало нами внутри. Вот я пришел сегодня не против кого-то. Вот. Это будет банально, конечно, звучать, но я пришел за себя лично, как за личность, как за гражданина, как за человека, понимаете? Вот. Ну, во всяком случае, у меня есть семья, да, семья и в прямом, и в переносном смысле. Это мои близкие, которым я каждый день смотрю в глаза, да. У меня еще семья есть в России, от Калининграда до Камчатки, которым я тоже обязан смотреть в глаза. Вот. И все, что сегодня происходит, это происходит на моих глазах. И прежде всего я сам себе в зеркало задаю вопрос, почему так все происходит? Вот. Почему сегодня люди, человеки, граждане России, образно говоря, превратились не просто в ресурс, а в сырье, как газ, как древесина, как нефть. Почему мы сегодня превращаемся в так называемых одноклеточных, то есть мы все находимся в одной клетке? Вот я хочу себе на эти вопросы ответить, хочу у других спросить, как они думают на эту тему. А вы пришли один? Я пришел один, да. Я пришел один, но я пришел вместе с вами. Вот. И с вами, и с ними. Вот. Поэтому я не один здесь. Вот. Я так думаю, вообще, если по большому счету, если не врать, не лгать, если выйти, так сказать, с такой, знаете, обывательщины, и честно себе сказать, что мы все-таки не рабы лжи, не рабы лжи, то это не 100 человек, это не 100 тысяч человек. Обычно кричат, вас там мало, и кого-то там нас, какое-то меньшинство. Да это чепуха все. Я обычно привожу молодежи пример. Хотите, я вам его приведу? Вы чай пьете? Ну, чай. Да. Чай или кофе любите, да? Да, конечно. В кружечку вы наливаете, да? А потом, может быть, даже его сладким любите, да? Бросаете туда сахарочек, да? Да? Что дальше делаете? Размешиваете, правильно, вы гениальный человек. А для чего размешиваете? Чтобы был сладкий, да? Чтобы было приятно пить. Но Чтобы произошла диффузия. Обратите внимание, сам сахарочек по объему в 1000 раз меньше объема той жидкости, которая называется чаем, да, и вы его пьете, да, а делает всю погоду. Так дело не в 100 человеках и не в 100 тысячах, а в концентрации той воли, того стремления, которое происходит в обществе. Понимаете? Вот и когда сегодня откуда-то звучат сверху со стороны власти о том, что вы там как клопы бегаете, это прикрытие. Понимаете? Это от трусости люди говорят. Это люди, которые не хотят говорить с народом, какой бы он ни был, националисты, анархисты, все живые люди. Я считаю, что ведь право на место под солнцем имеет одинаково каждый человек. Что бомж, который сегодня валяется около мусорника, что президент, который сидит в Кремле, неважно. Оба они имеют право на место под солнцем в жизни. Оба они имеют право на жизнь. Оба, судя по всему, говорить формальным языком, имеют право на то, что записано в нашей прекрасной Конституции. Все, что там записано, что сегодня не исполняется. И мы это видим. Вот. Поэтому мы пришли сюда просто поговорить. Вот. Хорошо, если бы сюда пришла бы власть. Вот, она бы здорово сделала бы, если пришла бы, поговорила бы с народом бы, вот, переступила бы через себя, переступила бы через свое высокомерие, вот, спокойно, нормально, уверяю, это был бы самый блестящий, самый лучший сдвиг, который мог бы выпустить в хорошем смысле слова определенного рода пар, вот, и совместно бы с властью мы какие-то конструктивные вещи сегодня бы применяли в области построения политики, организации, вот. Ну, проще говоря, я скажу так, что сегодня деньги превалируют над всем, хотя деньги это вторично. Если вы попадаете в пустыню, простите меня, да, и умираете там, да, и вам ангел-хранитель или там ангел-искуситель предлагает что-нибудь одно из двух, берите или сосуд живой воды, да, или вот десятки миллиардов денег, которые рядом стоите, вы выберете сосуд живой воды, потому что деньги в этом случае становятся бессмысленны. Поэтому я говорил и утверждаю, что Россию и раньше, и сегодня надо спасать, но не деньгами, а руками. Вот в чем вопрос, как делали наши отцы, деды. Посмотрите на всех этих людей, это же руки. Да? Руки, дайте им работу, нормальную, четкую, не мешайте, они горы свернут. Ну, все построят, все, что нужно. Вот, на всей нашей необъятной территории, где летают сейчас только одни тараканы. Ну, в тайге, в нашей великой. Спасибо вам большое. Представьтесь, пожалуйста. Да, Нефедов Сергей Иванович. Просто гражданин России. Ну, судя по всему, вы видите, герой России. Вот. Но это потому, что вы видите, что звезда у меня на груди висит. Правильно, да? А на самом деле у нас сегодня 60, 70, может быть, даже 80 миллионов россиян, как это, хотя мне это слово не нравится, вот, так сказать, граждан нашей многонациональной России. Это герои России, которые по всей территории России выживают сегодня и показывают пример этого выживания. Злые, напряженные, понимаете, ожесточенные, но выживают. Вот они герои.